башня. Посмотрите, какая высокая. Перед вами уникальное генеалогическое древо одного из патрономий рода Евлоевых. Получается 1330 какой-то год. Вот тут видишь, зачеркнуто все. Всем моим подписчикам и зрителям привет, а кому-то салам. Меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. А я нахожусь в республике Ингушетия, по которой у меня продолжается путешествие. В этом блоге я начну рассказывать про самую главную достопримечательность ингушей, про великанов, про родовые башни. И если вам интересно, почему Ингушетию называют страной башен, то прямо сейчас подпишитесь на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропустить мои следующие видео, прямые эфиры. Ставьте обязательно лайк. И если вы хотите поддержать мой канал, то вся информация в описании под этим видео. И самое главное, никуда не уходите, не мотайте, чтобы не пропустить все самое интересное. Поехали! Иду к башням, великанам на очень красивом фоне, которые принадлежат Тейпу Йолу, Евлоевым. И немножечко я расскажу про них. В Джейрахском районе Ингушетии, недалеко от храма Тхаба-Ерды и границ с Грузией, расположен замковый комплекс Ний. Ний когда-то был древним городом-поселением в Ингушетии. Сегодня это покинутое селение, которое административно входит в сельское поселение Гулей. Из поселения Ний ведут свое происхождение представители крупнейшего ингушского рода Тейпа Йовлой, включая его патронимии Саговы, Гайсановы, Куркиевы и другие, которые, согласно известным исследователям-кавказоведам Крупнову и Семенову, являлись владетелями земель и башенных замковых построек селений Йовлей, Ний и других. Кстати, в живописном месте находится. Здесь даже вот бежит небольшая речушка. Смотрите, как красиво. Происходит понятие амял. То есть амял — это разговор, состоит из двух частей. Это грех, и мял — благодать. То есть ты должен взвесить, прежде чем что-либо сказать, либо что-то сделать, что тебе принесет твой разговор, твой язык, имеется в виду, а больше благодати или греха. Как видите, грех стоит на первом месте, значит, ты должен обязательно подумать, прежде что-то сказать. Что значит по-русски, опять же, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот, аналогия есть. Вот. Эта башня, опять же, видите, интересно, отличается, что консоли, которые выступают на машикулях, обычно везде идут по 2 консоли выступающие, здесь 3 консоли. И форма крыши тоже она отличается. Она более такая приземистая, а тут более такая вертикальная. Вот. Также можешь туда подойти внутри, посмотреть. Вовнутрь, да, я вижу, дети уже забрались. Но туда очень нравится, потому что башня, видите, основание башни поднимается, разрушается. Да. Скоро эта башня, опять же, если не провести работы хотя бы по консервации башни, она тоже может обвалиться. Потому что если еще подмыто уже. А если низ обвалится, то и верх, естественно, может. Да. Это башня сохранилась еще с того... Оригинал, да. Оригинал, да. И опять же, то, что, помните, мы вчера у храма были. Да. И вы, может, заметили, что именно основание башни тоже подмывается. Именно вот там тоже все было подмыто. Поэтому, если не провести работы по консервации, реставрации храма, он тоже будет потерян, как и многие храмы, которые находятся и на этих вершинах, и на вершине Цейлуам. И то же самое с этими башнями. Понял. Ее сохранность относительно неплохая, хотя стараются разрушить, видно, что там проходы поделывали. А здесь более-менее еще. Вот так. И с учетом того, что насколько они древние, они очень хорошо даже стоят. Посмотрите, как будто ножом отрезали. Да. Вот видите, вон там крыша разрушается. Да. Соответственно, падает снег, дождь, снег замерзает, то снег тает, потом замерзает, попадает. Это все расширяется. Да, скоро обвалится крыша, то есть после крыши и сама башня. Если не провести, опять же, реставрацию. А это говорит о том, что Евлоевым нужно предпринимать какие-то меры, да, и внимание, и решать этот вопрос, потому что вы сможете просто потерять свои башни. Вот я очень часто захожу в ингушские паблики и вижу, как вы спорите по вопросу этих башен. Вот лучше бы вы не спорили, а постарались как-то все это сохранить. Вот, потому что по глупости там
бывают печальные исходы. Парни молодые, горячие. Вы бы лучше бы подумали, как это сохранить. Вот Потому всю что эту энергию, которая тратится вот на все эти драки, там, вот эти все, да, движения, лучше потратить вот на это, Да, и будет все замечательно. да, согласен с этим. Консолидация должна быть в этом плане. Сейчас мы с вами заглянем вовнутрь одной из боевых евлоевских башен. Вы знаете, вокруг меня здесь находится крапива. Я последний раз крапиву жарился и видел, когда мне, наверное, было лет 17. Очень давно. Ну что, пойдем. Путь здесь тернист. Ну, как говорится, жариться крапивой полезно. Вот. Мы с вами сейчас постараемся зайти, попасть в эту башню. Как раз таки видите отверстие. Это уже подмывает, как сказал Вейсхан, это наш гид. Вот. Это что, конопля? И здесь, здесь конопля растет. Ну, удивительно. Ладно, идем дальше. Вот она, боевая башня. Посмотрите, какая высокая. И вот то, что подмывает, она уже осыпается. Понимаете, если это как фундамент. Не будет фундамента, башня просто разрушится. И ваша история уйдет в небытие. Я вам рекомендую, еще раз повторюсь, не ругаться, не драться из-за этих башен. Это ваше общее достояние, неважно, Евлоевы, там, Паланкоевы, там, Мальсаговы, Аздоевы и так далее. Вы должны сохранить все это, потому что это история. Перед вами уникальное генеалогическое древо одного из патрономий рода Евлоевых. Я дружу со многими Евлоевыми как на территории Республики Ингушетия, так и за пределами этой республики. И вот одна семья помогла мне сделать этот блог и разрешили показать мне свою родословную, которая включает в себя чуть ли не 15 поколений. Я, например, знаю только 2 своих поколения. Да, и потом для русского человека воссоздать подобное древо будет сложно по причине Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, да, и многие не заморачиваются. А вот для любого ингуша важно знать и помнить о своих корнях. Честно говоря, такое древо в деталях я увидел первый раз в своей жизни. Евлоевы – самый крупный ингушский тейп, численность которого составляет около 100 тысяч человек по всему миру. Включает в себя около 60 ингушских фамилий. Вот некоторые из них я вам перечислю. Абадиевы, Арсамаковы, Балхаевы, Багаметовы, Чумаковы, Гайсановы, Гелисхановы, Газиевы, Куркиевы, Мездоевы, Мизгиевы, Чозиевы, Чокиевы, Чуриевы и многие-многие другие. Вы уж меня простите, но всех тут не перечислишь. Как я уже сказал, Ний находится недалеко от Грузии, и представители данного ингушского тейпа также владели урочищами на землях, входящих в наши дни в состав Грузии. В Северной Осетии Евлоевы проживают в столице республики, городе Владикавказ, и в нескольких селах пригородного района, таких как Тарская, Чермен, Хурикау. В Грузии представители рода Евлоевы, опять же, проживают в Тбилиси и Казбеге. В Чеченской республике они проживают в основном в городе Грозный. Кстати, вот мои друзья, они из Грозного, Евлоевы. В январе 1999 года официально учрежден герб Евлоевых, аргимером которого является Евлоев Дауд Исаевич. И кого вы можете знать под этой фамилией из известных людей? К примеру, Евлоеву Раю Ахметовна. Это советская и российская ингушская певица, композитор и хореограф, заслуженная артистка Российской Федерации. Евлоев Берт Аршбериевич, чемпион мира и Европы по классической борьбе. Евлоев Мовсар, это спортсмен и боец смешанных единоборств. Вот как мы знаем с того места, со второго этажа, да? Получается, они как бы для удобства все это сломали, проложили себе вот эту дорожку. Опять же, получается, вот эти камни были из башен, и разобрали, получается, вот эти камни положили, пробили проход,
и вот там сделать, чтобы разладить. Получается, из-за этого вот те трещины, которые с той стороны находятся, с этой стороны пошли трещины. Нарушается целостность здания. И вот туда зайдешь, там тоже есть, все видно. Заходи, залазь. Пойдем. Старший. Они не лезут туда. Да, по ингушским правилам. Старший пропускает. Я знаю. Ну если папа этого не знает, блядь. Здесь Папа не знаю, знает. А что он не пропускает? Здесь вот тоже вваливается, как видишь, подземный этаж, где хранили, где держали хлеб, где хранили зерно, воду, все это, получается, разрушается. Сейчас туда, не надо туда лезть, вот он проход на второй этаж. Вот, и здесь у нас, вот видишь, из-за того, что вот, пошли трещины, поэтому все это может скоро разрушиться. Здесь был как бы такой, как ларым, конструкция специальная. Вот. И здесь тоже подземный этаж полностью. Опять же, вот они межэтажные перекрытия для крепости башни. Плюс был в том, что башня была крепче намного. Плюс, если бы здесь и людей, которые, допустим, если даже вот этаж захватывался, люди перебирались наверх, вот по тому лазу. И даже заметьте, какой он узкий был, соответственно, мои комплекты туда не пролезть. Вот. А если я туда полез? Ты, в принципе, можешь пролезть даже. Помните, я говорил про то, что у Ингушетии тонкая талия, и у меня это ассоциируется, кстати, также исторически мужчины, ингуши в те времена, как мне сказали, да, были очень стройными и худыми, и это нужно было для того, чтобы вот попасть наверх. Опять же, представляете, вот Полные как люди не по этой смогли. лестнице угловой, как по ней будет трудно забраться, сколько там шаг, видите, какой шаг. Надо было туда забраться, потом сверху класса камень, опять же, башня была неприступна. Если бы здесь были деревянные перекрытия, все это можно было поджечь, и люди просто сгорели бы заживо. Плюс еще был план конструкции, что даже при осаде, из-за того, что все это был, опять же, как бы дополнительный армопояс. И укрепляло башню все это. И вот, опять же, в плане обороны, в плане защиты, все это было сделано, продолжено очень сильно. Вот почему она до сих пор и стоит, хотя соседи... А? Нет, Если сможешь, слезь, давай. Нет, он упадет сейчас. Он Нет. по-любому пойдет с Да. таким шагом. Ты я смотри, даже вот не такой знаю. шаг ты сможешь сделать? Отсюда до сюда. Сюда залезу, но сюда на Нет. А выше куда? Там нет больше таких. Собирается полезть. Скарабкаюсь, Куда ты скарабкиваешься? Берешь это. Ты еще хочешь свои башни разрушить? Нет. А скажи, кто это пишет? Что это за надписи? Ну, это местные, не местные. А зачем они это приезжие, делают? белые, ну, как бы, это скальная живопись. И в Европе то же самое делают. Я здесь был, там и на английском. Здесь был Вася. Петя, да, Мага. Зачем вы делаете это, я вообще не знаю. Ну, вот, опять же. А, у меня еще вопрос. Как здесь жили люди зимой? Чем они, не знаю, отапливались здесь? Зимой помещение? Уже отапливали, холодно, как камень. обычно, дровами отапливали. Специально были камины в каждой башне. Ну, это, получается, боевая башня, она не отапливалась. Нет, Считаю, да. А жилые башни, там были камины, печи, специально. Очень интересная история именно связана с огнем, который в Ингушской башне огонь никогда не должен был потухать. То есть, если у тебя, получается, пришел враг, как бы, и затушил твой огонь, или если у тебя потух огонь, считай, ты уже как бы, у тебя смысл жизни потерян, в принципе. Поэтому и очень сильным оскорблением было потушить твой родовой огонь. Огонь, который возился со времен всех предков, непотухаемый. И во многих башнях он, кстати, потух только при выселении. Когда уже, как мы знаем, люди до 44 года до выселения люди жили в своих башнях, опять же в этих местах люди жили. И вот когда сам понимаешь, что с собой огонь не возьмешь, и только тогда вот огонь не потух в ингушских башнях. И только уже после этого, уже через 13 лет начали возвращаться. А это было окно, правильно? Это как раз первый этаж. Это вход был Да. такой? Так Здесь хочется выше. Если мы берем, опять же, обычную систему, да, есть ground floor, да? Все, да, я понял. Вот, это получается у нас ground floor, подземный этаж. Это Да. же сам первый этаж, хотя по сути это второй этаж. Вход Был вот здесь. башня находится второго этажа. План чего? Потому что защитники башни, они забирались по приставной лестнице сюда, лестница убиралась внутрь, и все, башня, она как бы неприступна. Это своеобразная крепость. Вот в европейских замках, как что было, там рвы, там подъемные мосты, а тут просто поднимаешься, убираешь лестницу, все, и перекрываешь все это. И всё. Ну да, некоторые же говорят, туристы, там читаешь комментарии, либо информацию, мнение других, да, людей, называют это замком. Бывает, Много замковый замков. Ну комплекс, да, да. очень похоже. То есть у тебя своя боевая башня, жилые башни, склепы, у тебя все как бы все, что нужно есть. Опять же, по истории мы знаем, да, что нужно было Ингушу для того, чтобы, допустим, жениться в те времена. Боевая башня, то есть
у сватов первые 3 вопроса было. Есть ли у него боевая башня у жениха, у рода жениха, есть ли жилая башня и есть ли склеп. Для чего, ты думаешь? Чтобы... Ну, в те лихие времена ты выдаешь свою чадо, дочку, да, которую ты холил, лелеял, растил, ты выдаешь ее замуж, а человек должен быть уверен, что она будет в безопасности, боевая башня, что ей будет место, где строить быт, это жилая башня, и чтобы, соответственно, быть достойно погребенной, это склеп. Вот если 3 вопроса галочек поставить можно, как чек-лист, да? У меня вопрос, раз мы про жилье здесь заговорили. Я слышал, что женщины, как-то девушки, да, жили отдельно, у них был свой... Была своя комната. Да, а у мужчин, они вместе не жили в башнях, по-моему. Ну, понятно, муж с женой-то, получается, жили, но они не ели вместе, вот, насколько я знаю. А у девушки был свой угол, получается, как бы своя комната, где вот она где собирала свое приданое, где все это сохранилось. Да, а сейчас мы вот выйдем, да, можно показать, где здесь были жилые башни, то есть... Мне просто говорили про мужские, типа, здесь мужчины жили, здесь женщины, я уже забыл, где это было. И они были, правда, разрушены. Вот, допустим, та же самая башня. Она, конечно, была повыше. Первый этаж, он обычно использовался для скота. Видите, проход отдельно есть. Второй вход, вот во второй этаж он как бы сделал. И первый этаж, там держали коров такие у нас, горные коровы низкорослые, либо барашков. Это плюс своеобразно была типа системный теплый пол. Зимой особенно помогало. Первый этаж был жилой, опять же та же самая кухня. То есть все было совмещено. Там дальше находилась выше жилая комната другая. Могла там быть и кунацкая. Кунацкая также могла быть на 3-м этаже. Комната, кунацкая — это комната для гостей. И в нее члены семьи, только вот именно женщина, типа, заходила для уборки. А там спать, что-либо делать было нельзя. Она была специально как бы красный угол. То есть всегда она была готова к приему гостей. Как мы знаем, что в средние времена гость он всегда был подарком Всевышнего, да и сегодня тоже. И специально держали комнату для них. А девушки, которые должны выйти замуж, соответственно, у них была своя комната, как бы свой угол. Там они собирали свое приданое, которое как бы собиралось с самого детства, можно сказать. Вот. И вот таким образом они жили. Полы наверху, вот конструкция башни, видите, она более просторная, намного просторнее. И она как бы входит в единый замковый комплекс с боевой башней. То есть жилые башни, они как бы объединены вокруг боевой башни. Плюс это опять же получается как стены. И получается единый замковый комплекс. Да. Таких, как видите, очень много. Да. Красиво. Вот я говорю, что печально, что это все разрушается на глазах. И удивляет технология, сколько веков этим башням, что они до наших времен, здесь же не было реконструкции. Вот по перекрытиям, видишь, вот по камней можно определить, где было перекрытие межэтажное, куда вставляли балки, куда был подъем, где окна заложены. Вот все было продумано. Туда никто чужой не приходит. Тут уже идут споры. Есть других фамилий. Да, про это я заметил. А с других тейпов с нами люди спорят, чьи лучше. Это недоступно. Это недоступно В самом сюда конце. приехать. Только ваши сюда приезжали и ломали, костры жгли. И снежные люди здесь же жили. Можешь так и записать. Завидуют все фамилии, разрушают Ивлоевские башни. Ивлоевы должны сплотиться и защитить свое наследие. Хороший лист, кстати, попался. Они вот сейчас... Нравится вид? Тогда прямо сейчас поставьте этому видео лайк и подпишитесь на мой канал, если вы по каким-то причинам до сих пор этого не сделали. И никуда не уходите. Мое путешествие продолжается, и мы двигаемся дальше. Нашли камень из башни прямо на тропе, и вот Вейсхан говорит, что он непонятным каким образом оказался вдали от башни, вот здесь. И видите вот это еще отверстие? Вот, получается, это тоже разрушается, кто-то проделал, кто-то разобрал, вот. Да. Вот трещина идет уже. Так что Юловию собираются делать башню. Значит, будут делать, это хорошо. Пусть делают, в смысле. Так собираем. Пусть, говорю, собираются делать свои башни. Вот, правильно. Вам нужно собраться. Я сейчас обращаюсь ко всему тейпу Евлоевых, в том числе с которыми я дружу, на совет тейпа и решать этот вопрос.
У башенного комплекса НИИ, который принадлежит тейпу Yellow, сегодня эта фамилия Евлоевы, есть при этом башенном комплексе свое кладбище. Ну, точнее, оно сейчас есть и было, и не у каждого башенного комплекса было вот такое похожее кладбище. Их, на самом деле, здесь у башенного комплекса НИИ их два. Вот первое, где я нахожусь, это очень древнее кладбище. Можете посмотреть. И одно кладбище вон там, вот за забором, за железным. Кстати, железный забор здесь поставили совсем недавно. А теперь пойдем за мной. Я просто хочу показать какой-нибудь вам камень, один из камней, как он выглядит. Вот. Сейчас. Здесь не просто камни надгробные, здесь похоронены настоящие люди. Видишь, вот первые две цифры, они почти везде одинаковые. Тут получается 1330 какой-то год. Вот тут видишь, зачеркнуто все. Вот получается единичка, тройка, вот еще тройка. Да. Вот как бы тут будет непонятно что. И тут смотри, вот получается, это у нас сад, по-моему. Это В, или может быть М. И вот это Айн. Вот она, как Е. Видишь? Либо тут может быть В. Вам надо это Крыша развалилась. А вот солнечная могила. В эту солнечную могилу отправляли... Могильник солнечный. Отправляли людей, которые заболели, да? Какой-то болезнью. Умершие сюда приносили, клали, наносил, он муцефал превращался в мумию. То же самое, если заболевший человек, это был своеобразный карантин. Он сюда приходил. Почему тут слишком близко от жилого комплекса вот этой карантин? Человеческая кость. Если человек заболевал, он брал с собой чуть запас еды, воды, сюда приходил и здесь как бы находился на карантине. Если он выздоравливал, соответственно, уходил, если нет, так и оставался. А если, допустим, у него закончилась там еда, вода, люди приносили ему и на длинном шесте передавали, чтобы болезнь не перешла, то есть чтобы контакта не было. И вот такая система карантина была в то время. В то время у нас, сами знаете, были там чума, тиф, холера, разные такие болезни переходящие. И так люди себя, во-первых, ограждали себя и спасали своих родных. Потому что даже болезнь, там, больниц, ничего такого не было, но была система карантина. А эти Ну, окна как раз натянуты- тему карантина, как коронавирус. эти окна были натянуты чем-то? Нет. Это потом уже в позднее время сделали решетки. Не, решетки я понимаю. Там завалено все. А сейчас как раз таки расскажу вам в тему. У нас же бушевал коронавирус. Так вот, в те времена, когда люди заболевали, да, ингуши, их помещали в могильник, да, называется он солнечный могильник, на карантин. То есть человек брал с собой еду и отправлялся вот в такой могильник, чтобы не заразить людей, ой, чуть не упал, не заразить людей, да, своих близких и родных, которые как раз таки жили вон в тех башнях. Если ему удавалось выздороветь, да, то, конечно же, он покидал этот могильник, но это происходило очень редко. Одним словом, сюда людей отправляли на карантин. Ну, конечно же, здесь чаще люди умирали. И, чтобы вы понимали, вот это человеческая кость лежит. Настоящая кость. Вот такая история. История Республики Ингушетия, история ингушей. А если быть проще, история народа Ингушетии. Я говорю все по факту, вот все, что узнаю, все вам рассказываю. Повторюсь, такого места вы нигде не встретите в мире. Это эксклюзивное место, можно так сказать.
Друзья, огромное спасибо, что просмотрели этот ролик. Если вам он понравился, то поставь ему лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал, потому что чем дальше, тем интереснее. И спасибо, что остаетесь со мной. Пишите ваш комментарий, может быть, вам есть что добавить. Обязательно прочитаю и постараюсь на него ответить. Если хотите поддержать мой канал, то вся информация внизу в описании под этим видео, либо нажимайте кнопку «Спонсировать». Любой вашей поддержке абсолютно я рад и благодарен. И самое главное, не забывайте, не ищите 1000 причин не путешествовать. Ищите миллион причин, чтобы поехать и полететь. Я это все узнал из своих путешествий. С вами я не прощаюсь, я говорю до встречи.